Хоро или хоролор – племя, вошедшее в состав якутского этноса. Харинцы стали одним из главных компонентов этногенеза якутов. Родоначальником якутских харинцев считается Улу-Хоро, по преданиям прибывший верхом на быстроногом быке и с божеством в виде ворона. История древняя и интересная. В настоящее время харинские наследия есть в Верхневилюйском, Алёкминском, Сунтарском, Усть-Алданском улусах. Потомки Улу-Хоро в Верхневилюйском улусе в честь предка возвели огромный памятник, открытие которого произошло в день празднования Исых. Идея поставить памятник нашему прародителю Улу-Хоро Огоннер витала давно в воздухе. И вот она реализовалась, и воочию видим, что она выполнена очень хорошо, достойно. В создание этого памятника большой вклад внесли выпускники нашей школы. Поддержали в честь 150-летия родной школе. Они финансово помогли здорово очень. За это им огромное спасибо. В позапрошлом году были изготовлены маленькие статуэтки копии этого монумента. Всего было количество 100 штук. И наконец-то мы увидели его в реальном размере сегодня. Народу было очень много при открытии. Все они были воодушевлены. Мы многого ожидаем от этого события. Надеемся, что он послужит хорошей мотивацией для подрастающего поколения, чтобы любили Родину, изучали Родину, гордились ею. Харинский наслед второй год подряд участвуем в федеральной программе формирования комфортной городской среды. В прошлом году участвовали с проектом набережной, реализация в этом году до середины сентября. В этом году началось голосование на благоустройство объектов 2026 года. Мы в этом году участвуем с проектом благоустройства памятника Улу-Хоро Огоннер. Окончание голосования планируется 19 июня. По итогам голосования будут подведены итоги объектов благоустройства 2026 года. Таким образом, мы планируем благоустроить территорию памятника Улу-Хоро Огоннер в 2026 году. Учитель истории Мария Васильевна рассказала немного о происхождении старца Улу-Хоро. Сегодня у нас замечательный, можно сказать, исторический день. Сегодня мы открыли памятник нашему предку Улу-Хоро. Улу-Хоро считается одним из предков трех основателей, то есть трех родоначальников народа Саха – Омогой, Элле и Улу-Хоро. Улу-Хоро пришел на территории современной Якутии со своими людьми, но, видимо, он был вытеснен из своих старых земель, и только его называют Улу. То есть мы считаем, что он имел какой-то титул. Так, потом они разошлись по территории всей Якутии по разным причинам. Так, и наши предки, группа наших предков побежала из земель Усть-Алданского современного улуса, так, и они бежали дальше в Сунтар, до Сунтар дошли. И по дороге они оставляли своих ослабевших сородичей. И вот оттуда происходим мы. Наша Хоро имеет население более 1000 человек, имеет средняя школа, и мы организовали краеведческий лагерь и работали в этом лагере. И там было очень много детей, желающих было много. Так, мы ходили пешком по окрестностям своего села, изучали. Так, и глава нашего наследия Семен Николаевич Чиряев обеспечивал нас бензином, давал машину. Мы ездили по всем Хоро Якутии. Так, и мы по итогам нашей работы получили грант 50 000 рублей. И эти деньги мы потратили на проезд до Алёкминского Хоро. Там проезд очень дорогой, на Метеоре ехали. Так, и таким образом мы объездили все Хоро. Везде нас встречали очень хорошо, как родственников. Так, и мы мечтали попасть в Хоринский район Бурятии. Но не получилось, но потом, когда наш выпускник стал
начальником управления образования УЛУСа Борбуев Спиридон Олегович. И он нашел нам машину, спринтер, Мерседес спринтер, микроавтобус, и мы поехали. Нам сказали, что надо ехать 2,5 сутки, но наши водители нас доставили в течение 2 суток. Это было во время пандемии, к концу пандемии. И вот директор первой школы Хоринска, районный центр, это Хоринск, и он говорил нам, что ему звонили, делали замечания, не надо никаких якутских гостей во время пандемии. А он говорит, а они уже выехали. На другой день его уже на ковер вызывают. Он пришел и говорит, что это такое, что вы себе позволяете во время такой болезни, то все. А он говорит, а якут уже Улан-Удэ. Вот таким образом мы приехали. У них 2 школы, степь, очень как-то родственные нам. Так, и там был Датсан, очень знаменитый. Так, и там было изображение Будды, очень высокое. Главы нашего наследия очень активно принимали участие в изучении истории нашего села, наших предков. Тарасов Иван Иванович, например, получил документы из Национального архива, документальные подтверждения того, что мы были вместе с этими сунтарскими, платили налоги государства. Так, Семен Николаевич Чиряев очень много нам помог. Они поддерживали. И вот выпускник нашей школы, наш ученик Иванов Альберт Александрович, нынешний глава. Они люди молодые, амбициозные, энергичные. И вот они добились того, что у нас стоит память. Мы очень рады и гордимся своей молодежью. И думаем, что они дальше будут развивать свое родное хоро. И мы гордимся нашей молодежью. В школе до сих пор бережно хранятся планшеты и газеты, сделанные воспитанниками лагеря. Множество фотографий и заметок с каждого похода и экспедиции сохранили эмоции ребят. Мы ездили по району, по нашему, и были, например, в селе Хомустах, где родился и вырос Николай Габышев. Известный якутский писатель Габышев Николай. И оттуда река, оказывается, находится близко. Мы туда ходили. И вот там есть такая Белая гора, высокая. И там, Белая гора из-за наличия известки очень высокая. И там, оказывается, рыбачат, ловят хорошую рыбу. Там еще остатки ледников были. Вот. Там было какое-то судно, стояло. Ну, видимо, они рыбачили или что. А вот это гнезда ласточек. Тоже интересно. На нашем берегу, наш берег низкий, поэтому они не гнездятся. Это Нюрбинская земля. Граница Сунтар. В Кемпендяе находится вот такая речка, берег такой высокий, и там добывают соль, вот дети нарисовали. Там есть целебная грязь, и вот они намазались этой грязью, а это озеро такое очень соленое, и человек не может там утонуть. Дети купались, прям как поплавок плаваешь, и очень такое удовольствие. И когда вот ощущаешь, снизу теплом веет. А вот эта соль
Соляная вода вытекает, и там наверху соль накапливается. И в Кемпендяе есть очень хороший музей. Очень хороший музей. И вот там живет наша землячка. Замуж там вышла, и вот они нам разрешили переночевать у них. Так, а это Сунтарский хор. Несколько раз, оказывается, мы были в Сунтарском хоре, потому что он самый близкий. Жалко, что ни разу они не приезжали к нам. Если они приедут, мы их примем с такой же любовью и вниманием. Вот очень интересный такой буклет. Здесь что? Это за другой сезон. Так, опять же сколько детей? 21 ребенок. Так, и опять же планшетка. Так, фотографии. Вот переправляют на резиновой лодке. А тут тоже шлак. Очень много шлака. Это Урян. Опять же там кузнецы жили. Вот на лошади едут по 2 человека. А другие, которые по очереди ждут их. Время закончится, и те слезают, а эти уже едут. Потом были у пожилых жителей села и записывали их воспоминания. И старикам нравится, и детям было очень интересно. Вот мы обычно вот так ходили. Рюкзачок и пешком. Очень далекие расстояния, оказывается, ходили. Мы были помоложе. Вот такой у нас старый дом был. Печка. Старые остатки печки. Так, и вот такие остатки были. И потом во время пожара вот этот дом старый сгорел. Ну, это фотографии черно-белые, поэтому не видно тут, что цветы, природа. А тут уже закрытие лагеря.